За последние 2 года в автономии произошло 6 стихийных бедствий. Очередная природная аномалия в виде резкого понижения температурного режима произошла 21 апреля. Температура от 20 градусов понизилась до нуля, а уровень выпавшего снега достиг 50 сантиметров. После температура вновь повысилась, и снег стал таять, затапливая дома жителей автономии. Произошедшие события выявили слабые места, имеющиеся в региональной инфраструктуре. Одной из важнейших проблем, существующих на протяжении многих лет, является затопление частных домов. Как отметил заместитель Башкана, поднятие уровня грунтовых вод может нанести непоправимый ущерб. Полностью район Туканяска может быть в один момент затоплен только из-за того, что уровень грунтовых вод постоянно будет подниматься, а из-за того, что перекрыт Ялпуг из-за больших проблем по дренажу и по отводной канализации, в том числе в ливневке, эта вода будет накапливаться постоянно в подвалах жилых домов людей. Это 635 домов, это 635 семей как минимум. Другим уязвимым местом автономии, открывшимся вследствие стихийного бедствия, являются накопительные водоемы. Большинство из них арендуют частные лица и не предпринимают необходимых мер по строительству защитных сооружений. При попустительстве властей и контролирующих органов эти арендаторы последние 20 лет извлекают прибыль, разводя в этих водоемах рыбу. И не желают вкладывать деньги в реконструкцию дам и шлюзов. Или арендатор несет все расходы по обустройству защитных сооружений водоемов, или УЧС, Вадим Петрович, осушают эти озера. Предварительный прогноз оценки в области сельского хозяйства также неутешителен. Сельхозпроизводители понесут значительный ущерб. В году мы потеряли почти весь урожай персика, абрикоса, сливы и ранних сортов яблок. Будем искать возможности по компенсации какой-то части убытков, которые понесли наши сельхозпроизводители. Специалистами Главного управления совместно с Управлением по чрезвычайной ситуации были осуществлены выезды на места, в чем были составлены необходимые документы, проектировались. Работа будет продолжаться до того момента, пока это будет не закончено по последнему хозяйству. Сегодня говорить о какой-то конкретной сумме, Вадим Петрович правильно отметил, рано. И сумма ущерба, которая может быть, она действительно может быть просто колоссальной. Глава Гагаузии недовольна работой компании Red Union Finosa. По ее словам, компания в критической ситуации не справилась с обязанностями. Такой потребительский подход, его надо в конце концов завершать. Просто получать деньги и зарабатывать на услугах – это варварский подход. Люди платят своевременно. Если ты вовремя не заплатил, то тебе свет выключают на второй же день. А тогда, когда возникла серьезная ситуация, по которой Union Finosa должна быть готова всегда, они с этой ситуацией справиться не смогли, потому что абсолютно не инвестируют деньги в свою инфраструктуру и в свое материально-техническое обеспечение и возможности. Считаю, что правительство Республики Молдова должно вернуться к инвестиционному договору с этой компанией и заставить действовать поставщика в интересах потребителя. В настоящий момент идет подсчет ущерба и подготавливаются письма для международных партнеров с акцентом на укрепление дамб. Отдельное письмо будет направлено премьер-министру Молдовы в отношении дальнейшей работы компании Union Finosa.